Эксперты и представители Общественной палаты оценили завершающуюся избирательную кампанию в Госдуму России. Большинство общественников отмечают, что в этом году политические партии в своей агитационной работе уделяют большое внимание сети интернет. Атмосфера среди конкурентов по-прежнему остается напряженной. На мой взгляд, некоторая агрессия, которая исходила от нескольких политических партий, нескольких политических объединений, несколько отпугивает людей, пугает их и снижает, наверное, в какой-то степени доверие к институту выборов. Но в то же время были и те партии, которые подошли грамотно к самому процессу формирования программ своих собственных и к общению с избирателем. Компания в массе своей ушла, вся очень серьезно ушла в интернет-пространство, надо определять, потому что большое количество телеграм-каналов было задействовано в этой избирательной кампании. Вот тут немножко можно говорить о некоторых негативных технологиях. По мнению экспертов, в легитимности процесса сомневаться не приходится. При этом для жителей Коми многообещающие заявления «ушли в прошлое» население оценивает поступки. На прошлой неделе мы в Общественной палате обсуждали программу политических партий. У нас из всего Олимпа, который представлен в избирательном бюллетене, 14 партий, к сожалению, только одна партия представила свою программу от было-стало, то есть от результата, и действительно начали собирать народную программу. Обращений граждан может быть гораздо больше, чем возможности их выполнить. Но по-любому народная программа – это то, что хочет население, это то, что хочет избиратель, и в основу, соизмеряя свои возможности, в основу брать вот эти как раз обращения. И я знаю, что вот, например, Ольга Викторовна, она очень скрупулезна, она человек, она по натуре человек такой, она очень скрупулезно работала как раз над теми обращениями, которые шли в ее адрес. Также в экспертной среде оценили активность работы политических партий кандидатов в Госдуму. На местах и с населением. При этом большинство политиков общались с жителями столицы Коми, нежели районов. В этом году проявляется в рамках Республики Коми такой вопрос, что не во всех муниципалитетах активно работают наши политические партии. То есть, если Сыктывкар, он насыщен, в том числе по событиям, в том числе по активностям, то зачастую в рамках выезда в иные муниципалитеты многие партии, к сожалению, себя не проявляют. В то время, например, как глава Республики Коми только за последнее время объехал всю республику, был в каждом муниципалитете, где встречались непосредственно как раз с населением. Проголосовать за того или иного кандидата или партию жители Коми могут на протяжении 3 дней с пятницы по воскресенье.